Телефонunu berip koyun. Көзәйнек мендер. Беріп жердің пакеттің ішінде. Алда пакет. Hazır kaya kalparda paket. Paketi verin koyun paketi. Алда пакет. Paket. Дай paket bura. Рассматривались два ходатайства следователя Джапекова СС МВД Кыргызской Республики об избрании меры пресечения в отношении Адахана Мадумарова, также о проверке законности и обоснованности задержания Адахана Мадумарова. И оба ходатайства следователя были удовлетворены. Следственный судья вынес постановление о законности, обоснованности задержания и также об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 октября 2023 года. По какому делу жаловать? Да, будем. Бишкекский городской суд, мы подадим апелляционную жалобу. По какому делу вы не можете? Вменяют госизмену. Спасибо. Ясно, какое решение суда уже было? Да, суд принял решение, избрали меру пресечения заключения под стражей до 24 октября. А где? Содержание в СИЗО ГКНБ. Конечно, еще окончательно все в понедельник адвокаты будут обжаловать решение. Ну, не знаю, что происходит вообще-то. Джугурпу Кенеш рассматривал вопрос представления генерального прокурора по вопросу злоупотребления служебным положением. Но сейчас почему-то следствие меняет ему госизмену. Вопросов очень много. Юридических тоже очень много. Очень много несостыковок. Ну, посмотрим. Дальше следствие покажет. Время покажет. Как его самочувствие? Пожалуйста. Ну, хорошо, хоть разрешили спустя 4 часа ему лекарства. Вы знаете, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. Но до того, более 4 часов, ему не давали ни воду, ни лекарства. Я думаю, что это своего рода даже были пытки. Ну, это морально, это тяжело. А вот он так он, вы же знаете, что он профессиональный политик. В политике он давно. И, в принципе, я думаю, что он, наверное, был готов морально. Единственное, конечно, неправильно сделали сотрудники правоохранительных органов в части того, что было задержание в присутствии его несовершеннолетнего ребенка. Это вообще неправильно. Он не скрывался. Все это время он находился в городе Бишкек. Во время отпуска он даже не выезжал за пределы Кыргызстана и вообще даже города. Он даже не отдыхал. Поэтому здесь, наверное, немножко было недопонимание. Им нужно было все-таки пригласить повесткой, как положено. Во-первых, сам Мадумаров, он в первую очередь сам заинтересован, чтобы этому вопросу поставить точку юридическую. И он, мне кажется, с удовольствием бы и правильно, как юридически, да, он бы сотрудничал с органом следствия. А так получилось, как будто вот задержали как какого-то такого особо злостного, опасного преступника.